В начале Второй мировой войны Советский Союз потерял те немногие трассы, которые связывали нашу страну с Западом. Возник вопрос о восстановлении воздушных сообщений с Соединенными Штатами. Именно так был выбран путь через Берингов пролив, центральные районы Чукотки и Якутии до Красноярска, известный всем как Алсиб. К октябрю 1942 года эта воздушная линия была построена. Ввиду военного времени аэродромы были построены в кратчайший период. Так в Якутии возникла сеть аэропортов. На трассе в трудных природных условиях оборудовали 26 аэродромов и 274 деревянных здания и сооружения. Вся линия была оборудована по последнему слову техники, мощной системой связи и радионавигации. Но даже это порой не спасало от суровых условий Крайнего Севера. Условия очень трудные. Во-первых, самолеты они еще не адаптированы были нашим условиям, суровым условиям. 56-60 градусов мороза. Такой еще не было техники, которая приспособлена была. Поэтому и метеообеспечение, хотя и было, но не всегда оправдывалось. Техника отказывала. Всего за годы войны по воздушной трассе было доставлено почти 8 тысяч самолетов. Это 10% всей летной техники на фронте. Не обошлось и без жертв. За время работы перегоночной трассы произошло 44 катастрофы, в которых погибли 113 советских авиаторов. Мы знаем, что это такое лететь одному. Когда экипаж, то там 2-3 человека, это одно. А вот когда один и протяженность трассы 1300-900 километров, и ты идешь один, то есть это надо каждому памятник ставить, это подвиг. Алсиб – яркий пример того, как две страны с разным государственным строем под натиском общей угрозы могут объединиться и достичь победы. И 15 лет назад в память об этих событиях на мемориале Алсиба была установлена полномасштабная модель истребителя «Аэрокобры», одного из самых массовых ленд-лизовских самолетов. 75-летний юбилей их трассы будет отмечен торжественными мероприятиями в октябре этого года. После войны республика получила мощную авиационную инфраструктуру, которая обеспечила развитие малой авиации всего региона. Многие из тех аэропортов работают и по сей день, как живое напоминание верности общему делу. Футон Лареса, Иларион Федоров, Максим Бурцев, Вести, Якутск.